Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и снова с очередной проблемой, которая возникает у нас на ровном месте. 2 года живет у нас на передержке замечательная спасенная якутская Чапи. Никогда не было проблем с ее ходьбой, никакой боли или хромоты не проявляла. Активно пиарилась. Собака с замечательным характером в возрасте 4 лет, еще молодая, прыгала и скакала. И в одночасье, выбегая на прогулку позавчера, резко осела и встать больше не смогла. Отказали задние ножки. Что бы это значило? Ни ран нет, ни драк не было. Собака сама в недоумении, не понимает, почему не может сдвинуться с места. Немедленно, в этот же день, нашли невролога и уже неслись к нему. Такой хороший. Солнышко ты мое. Ну пошли, Чапонька. Пошли, моя солнышко. Да, Лен, все, спасибо, ага. Я позвоню попозже, знаешь, что скажут. Да, конечно. У нас много таких проблем. Звоните хоть каждый день по проблемам. В клинику заходим. Ой. Опять неожиданность, опять внезапность. Так, ну что, заходим? Скажите, к невропатологу можно нам? Ага. Давай. Сесть ее ставишь, пытается сесть. У нее вот одна лапка, правда? Она как-то даже когда висит, вот так вот. То есть она как бы стоит. Нет, она спокойная, она кусается. Она вот. Не золотой характер. Вон как она идет. Давай сюда, моя девочка. Давай, приподнимаемся. Вот так вот. Вот так. Так, лапочки вторые. Ну, она не встает на них. Сколько там показывает весы? Не знаю, чтобы она села всем весом. Вот. Что, немножко так. 23. Ну, это с веревками. 23, да. 23, Ну, да? там копейки, это уже на амуницию. А так 20, да, на амуницию, моя зайка. А так 22 она весила. Ну, 22 200. Все тогда. Это для наркоза нам надо. Да не сейчас. Не переживай. Не переживай, моя солнышко. Как раз таки есть тип грыж, которые сразу выстреливают. То есть может хорошо жить, спокойно двигаться, не хромать, ничего, и потом в один момент раз, и эта грыжа выстрелила, там где-то что-то защемилось. Это именно экструзия, да, вот содержимое диска выстреливает. Бывает протрузия, когда она чуть-чуть давит, это потихоньку. Ну а вот сейчас она же не плачет, не скулит, вот вы трогаете. Она терпит. Терпит, но она бы, наверное, как-то давала. Ну, вот буду поясничный отдел. Ага. Держите. Все, не обижаем тебя, не обижаем. То есть мы окошечко такое пропиливаем и оттуда ложечкой достаем эту грыжу. Бывает мини-гемелямины, когда мы оставляем вот эти отросточки, мы заходим вот здесь, выпиливаем. Ну, тут в зависимости от того, где находится грыжа. Грыжа – это вообще мягкое какое-то тело, правильно? Это не надо сам позвоночник ломать или еще что-то. Нет, просто вот выковырять. Да, то есть там вот Масштабы видите, бедствия смотрите, хочу понять. Вот, да, это как будто коробка. Да, Там и там мозг. внутри. Надо давить спинной мозг, Да. он не может расправиться. Значит, задача сделать, убрать. Да. Нам надо сделать так, как туда доступиться. То есть обычно грыжа, она под спинным мозгом, либо сбоку. Соответственно, мы отсюда еще убираем в сторону, слева, справа. Крайне редко, если мы понимаем, что она сверху находится, то тогда мы делаем сверху пропил. Но это в большинстве сбоку. Ну а если при операции задет будет нервное окончание, да? То корешок или... Какой-то корешок, Ничего который страшного. будет отвечать. Ничего страшного. Почему людям, когда делают, то многие люди мучаются болями по жизни, и операция их не спасает в итоге. А вот это как раз таки большое преимущество, если так может быть, животных, нежели чем людей. Мы с вами как ходим? Мы вот с вами так, пряменько. А Да. они так горизонтальненько. Совершенно верно. То есть мы даже вот делаем такое окошечко сбоку, если мы не нарушаем, да, у нас есть условно разделить 3 колонны. Раз колонна это остистый отросток, что между чем соединяется? Связки мышцы. Мы, например, окошечко делаем, спиной мозг видим, оттуда удаляемся, и даже стабилизировать не надо. То есть оно
Все, окошко сделали, все. У людей в большинстве случаев надо стабилизацию делать. То есть вот эти. То есть у них винты ставить. попроще процесс Конечно, этот, да? Ну, да. есть гарантия, что будет ходить Конечно, и безболезненно конечно, ходить, да? Да. И вообще масштаб бедствия – это дорогое удовольствие? Ну, сама операция около 80. МРТ около 20-30. А операция это нам что даст? Вырезание вот этой грыжи? Да, удаляется грыжа. То, что создает компрессию на спину мозг. Ну, даже- Мозг подавлен, нам надо и это убрать. По-другому никак не Никак. решить вопрос. Нет, смотрите, если это третий тип, про который я говорю, Да-да. когда она выстрельнула, Да, и она и обратно назад ушла. стала. И Я мы поняла. смотрим. Друзья, это ролик СОС. Нас срочно отправили на МРТ, чтобы исключить онкологию, чтобы подтвердить предположение доктора о позвоночной грыже. Да, действительно, грыжа на позвонке подтвердилась. Белый цвет – это контур спинного мозга. Теперь следим, как он будет меняться. Дальше, если мы двигаемся в сторону поражения. Поражение у нас, напоминаю, в области 11-12 грудного позвонка. Вот эта стрелочка двигается, и он, если сейчас сюда подойдет, мы увидим вот здесь, как будет изменение. Идем. Кругляшок сохраняется пока. Чуть меняется. Чуть тоже меняется. Тоже чуть-чуть меняется. Дальше мы двигаемся. Кругляшок есть. Вот в этой области кругляшок резко деформируется. Вот появляются вот такие, полости, так назовем. Вот. Здесь она резко деформировалась. Снизу вообще нет вот этого кругляшка, да? Включение, которое есть, демонстрирует о том, что здесь произошло смещение межпозвоночного содержимого диска. Как правило, это так называемое пульпозное ядро двигается сюда и начинает давить на спинной мозг. Скорее всего, с вероятностью 7 из 10 восстановится восстановление в том объеме, что собака может писать, какать самостоятельно, ходить на конечностях, с участием, конечно, неких упражнений, то бишь это восстановление. Хирургия – это полдела, восстановление еще полдела. Я бы даже, наверное, сказал, что больше, чем половина зависит от нас с вами в плане того, что как мы будем дальше заниматься. Это массажи, гидротерапия, это некие иногда стимуляция мышц с помощью специальных оборудований. Реабилитация подобных пациентов иногда даже полгода может занять. То есть явное ухудшение, явное улучшение возникает, как правило, первые 2-3 недели. То бишь, когда мы можем говорить о том, что собака уже встала, может какие-то шаги самостоятельно делать. И немаловажно мочеиспускание, дефекация самостоятельно, это тоже важно. Но это будет в первый же месяц. Да, как правило, да. Это мы говорим о том, что значит мы идем в положительную сторону. Медикаментами здесь не помочь. Собака молодая. Оставлять ее ползающей, жалко. Да и нет у меня таких передержек. Доктор сказал, вариант только один – оперировать. И как можно быстрее, чтобы не ухудшилось ее состояние. И несколько месяцев реабилитации. Значит, передержка с медуходом, с отжиманием мочи. И заново учиться ходить. Друзья, нельзя эту собаку бросить только потому, что она заболела. Операция будет стоить 60 тысяч, МРТ 24 тысячи, анализы крови 3200, зоотокси по всем клиникам несколько дней подряд около 10 тысяч. И передержка сама ежемесячно 15 тысяч. Не справлюсь без вас. Однозначно. Друзья, пожалуйста, помогите Чапе встать на ноги. Нам очень нужна ваша помощь. Это крик о помощи, это СОС. Друзья, пожалуйста, я вас очень прошу, давайте поможем собаке. Вот, мои друзья хорошие, вот такая у нас ситуация. Молодая собака. Вот, ножки отказали. Грыжа позвоночная, которую надо удалять. Пойдем. Молодая собака. Ты писать будешь, моя девочка? Боже мой, да она совсем вот так, вот так волочит, смотри, ноги. Волочит, она вообще не встает на лапы. Обалдеть, она бегала как коняшка. Ой, бедный ребенок, господи. Это как? Смотри, как ноги. Это что-то. Тут никак без операции не обойтись.